Центр подготовки снайперов «Сулус» – уникальный полигон, открытый по инициативе полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. И в эти дни на полигоне проходят первые всероссийские соревнования по стрельбе на дальние дистанции. 39 снайперов съехались в Якутск, среди них действующие военнослужащие, сотрудники силовых структур и спецподразделений, а также гражданские любители снайперской стрельбы. Этот полигон уникален. Могу сказать, что по расстоянию, на которое будет производиться выстрел, это до 3,5 километров. По оснащению, по условиям, которые здесь созданы, это уникальный для страны. Для того, чтобы и возрождать, и укреплять традиции высокоточной стрельбы, которые присущи в целом России, присущи особенности Республики Саха-Якутия. Каждый снайпер прибыл на полигон с собственной винтовкой, и по регламенту соревнований стрелять из нее может только он. Вне зависимости от модификации оружия и прицелов, правила для всех едины. Полностью скопирован опыт применения снайперов в зоне СВО. На сегодня в зоне СВО дистанция от 1200 до 1600, средняя рабочая дистанция 1400-1500 метров. Вот. Также здесь применяются калибры, которыми возможно работать на этих дистанциях, плюс все приборы для того, чтобы можно было работать на этих дистанциях. Многие говорят, что кто-то использует охлаждаемые приборы наблюдения, у кого-то нет, и это нечестно. На войне нет честности, в войне побеждает более умелый и более оснащенный. Этим здесь мы и хотим показать. Во время квалификации снайперам предстоит попасть в железный гонг диаметром 20 сантиметров. Дается 2 попытки, 2 выстрела. А дальше все просто. Попал – проходишь следующий этап. Не попал – соревнования для тебя завершены. Из 39 человек квалификацию прошли лишь 19, в том числе 4 якутянина. В числе первых, кому удалось поразить мишень, был якутский снайпер с позывным «Кио» и его корректировщик Александр Данилов. Нам немного повезло. Благодаря нашей слаженной работе корректировщика и стрелка удалось попасть. А так, соревнования классные, по идее. Новый формат. И хочется, чтобы соревнования проходили еще более, когда еще холоднее, в декабре. Когда будет минус 50, минус 60. Вот было бы прикольно. У нас уже есть свой стратегический план, который мы разработали и утвердили. И будем работать строго по нему. Многие участники турнира проходят службу в войсках на территории проведения специальной военной операции. Многие неоднократно принимали участие в других снайперских турнирах. Но соревнования в Якутии впечатлили и новичков, и бывалых стрелков. Это еще поддевает то, что здесь погодные условия сложные для выстрела. То есть нужно максимально рассчитаться хорошо и попробовать здесь произвести выстрел. Плюс сама сложность заключается в том, что их всего 2 и времени всего 5 минут, то есть ограничено. Это тоже достаточно такая сложная задача. А цель максимально приблизить это к боевым условиям. То есть в условиях боя нету времени. Много корректироваться, долго корректироваться. Находишь цель, быстро работаешь, уходишь с этой позиции. Прошедшие квалификацию участники завтра вновь выйдут на огневой рубеж. Теперь они будут стрелять по ростовым мишеням. Расстояние для выстрела каждый участник выберет себе самостоятельно. Победит тот, кто поразит мишень с наибольшим расстоянием от точки выстрела. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск.